Семинар-совещание по вопросам соблюдения норм трудового законодательства было организовано в рамках выездных зональных мероприятий, проходящих по всей республике. За круглым столом для обсуждения актуальных проблем собрались предприниматели, представители профсоюзных организаций и объединений работодателей Сибая, Абзелиловского, Баймакского, Хайбулинского районов. Открывая совещание, заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников отметил, что это четвертое по счету выездное мероприятие, организуемое совместно с профсоюзной организацией. Его основная цель – содействие соблюдению норм трудового законодательства. Участников семинара поприветствовала исполняющая обязанности заместителя главы по экономике Ирина Ирназарова. Она ознакомила гостей с экономическими показателями города. По итогам 6 месяцев текущего года произведено продукции и выполнено работа услуг на 5 миллиардов 937 миллионов рублей, что на 6,1% выше аналогичного периода прошлого года. Получено 103,3 миллиона прибыли по городу. Конечно же, без четкого исполнения норм трудового законодательства нельзя рассчитывать на успешное ведение дел в сфере экономики, да и в любой другой отрасли. Поэтому мы держим на постоянном контроле ситуацию на рынке труда, принимаем действенные меры по регулированию трудовых отношений. Все острые вопросы, которые касаются данной отрасли, выносятся на заседание действующей трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Замминистра труда и социальной защиты населения Юрий Мельников рассказал о сложившейся ситуации в республике. По итогам 2015 года уровень безработицы составил 6,1%. Из 18 тысяч уволенных трудоустроились лишь 8,5 тысяч человек. При этом банк вакансий по состоянию на 1 июля составил 38 тысяч рабочих мест. В своем выступлении Юрий Михайлович отметил, что в условиях экономического кризиса работодателям стоит временно отказаться от работы в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни. В настоящее время актуален вопрос миграции населения. Наблюдается большой отток граждан из республики в Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую область, а выпускники отдают предпочтение Ханты-Мансийскому округу. За 5 месяцев текущего года средняя заработная плата по региону составила более 26 тысяч рублей. По словам Юрия Мельникова, индексация зарплаты должна производиться в обязательном порядке согласно уровню инфляции. Однако, как показывает практика, эта норма трудового законодательства исполняется не всегда и не всеми. По такому показателю, как неформальная занятость, республика занимает 4-е место по Приволжскому федеральному округу. В ходе семинара-совещания также рассматривались вопросы по охране труда. Перед присутствующими в этот день выступили специалисты профсоюзной организации, Государственной инспекции труда, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей республики. Луиза Мустафина, Азамат Галин, Гульвина Раскильдина для службы новостей.